Весеннее солнечное утро. Погода так и манит выйти на улицу, отдохнуть или же просто прогуляться. Но коронавирус диктует свои правила. Третья неделя режима самоизоляции в нашей республике проходит относительно спокойно. Многие сознательные граждане с первого дня соблюдают правила и выходят на улицу только при необходимости. Но даже в этом случае некоторые напрочь игнорируют средства индивидуальной защиты. За примерами далеко идти не пришлось. На одной из самых оживленных улиц в городе Сунжа довольно многолюдно. Некоторые из прохожих то ли забыли о маске при выходе из дома, то ли принципиально отказываются ее надевать. Один из прохожих уверенно заявляет, маску не носит потому, что инфекции никакой не существует. Как голуби начнут падать, хамар здесь на вирус активно. Птицы не падают, голуби живые, значит вируса нет. 100% нет. Верить или нет в существование вируса – дело каждого, но правила гигиены во время карантина никто не отменял. Мы решили пройтись по нескольким продуктовым магазинам Сунжи и проверить, как обстоят дела во время торговли. Оптовый магазин в Сунже. Даже в обычные времена здесь бывает много людей. И в период карантина ситуация не сильно изменилась. Но все же покупатели стараются долго не задерживаться в помещении. Радует и тот факт, что взрослое население не забывает о мерах предосторожности и призывает к этому других. Такого ажиотажа на товары первой необходимости, как в начале эпидемии, уже давно нет. Люди понимают, продуктов хватает с лихвой, лишь бы были деньги на их покупку. Спустя время мы заметили среди рядов несколько человек без масок. Как выяснилось позже, на это у них есть свои оптимистические причины. Вы не боитесь, да, вируса? Не боюсь. Маски, перчатки, антисептик и соблюдение дистанции. Администрация продуктового магазина заранее позаботилась о безопасности как посетителей, так и своих сотрудников. Обязательно ношение масок, перчаток, дезинфекция помещений, дезинфекция поверхности. Это все обязательно все соблюдается. К сожалению, многие жители до сих пор не осознают всю опасность нависшей угрозы. На сегодняшний день в республике официально подтверждены 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 36 предположительно инфицированы. 2 человек скончались. Болезнь можно победить только сообща, при условии, что все будут четко придерживаться правил карантина. Михаил Тангиев, Магомед Титигов, Новости 24.